Самого доброго утра всем, кто прямо сейчас находится у своих экранов. Меня зовут Амулан Гурупшурова, и я рада приветствовать наших ранних телезрителей. Эфир «Утро Калмыкии» всегда начинается с ободряющей зарядки. Приучайте к здоровому образу жизни не только собственное тело, но и свою семью. Нет ничего лучше, чем начать рабочий день с приятной 10-минутной зарядки с любимым супругом и детьми. Для совместных занятий лучше всего выбрать самые простые действия, повторять которые ни у кого не возникнет труда. В этом вам помогут наши очаровательные фитнес-тренеры. Всем доброе утро! Сегодня я, Аида Кикеева и Эльвира Харашкина проведем с вами круговую тренировку на все тело. Итак, давайте начнем с небольшой разминки. Поехали. Сделаем глубокий вдох. Опускаем руки вниз, выдох. Еще раз вдох. Выдох. Еще 2 раза вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Оставьте руки на уровне параллели с полом и сделаем несколько вращений плечами назад. Отлично, вперед. И еще 1 раз назад и опускаем руки вниз. Стопы оставьте на ширине плеч, слегка согните колени, расправьте плечи, грудью потянитесь вперед и делаем наклон. Таз толкаем назад, вдох. И поднимаемся, выдох. Колени оставляем чуть согнутыми. Взгляд направьте вперед. Дышим. Обратите внимание, чтобы ваше движение начиналось в тазобедренном суставе. Толкаем таз. Отлично, еще 1 раз. Вдох, остаться здесь, задержаться, руки сделать в стороны, колени можно натянуть. И сделаем несколько движений в коленных суставах. Ноги выпрямляем полностью и чуть сгибаем. Отлично. Оставьте прямые колени. Руки, ладони перенесите на бедра. И теперь опускаемся ниже. Хорошо. Делаем упор на пальцы рук. Вес распределяем на всю стопу. Хорошо. Немножко попружиним в пол руками. Отлично. Колени чуть сгибаем и через круглую спину поднимаемся вверх. Остаться вот в этом положении. Ладонями упираемся себе во внутреннюю часть бедра. Подбородок можно опустить к груди. И круглой спиной удлиняемся вверх. Поднимаемся до конца и расправляем плечи. Ну что, мы готовы перейти к основной части нашей круговой тренировки, и нам понадобится следующий инвентарь. Можно использовать обычные гантели. Если гантелей нет, вы можете использовать обычную пластиковую бутылочку, наполните водой, и это послужит вам отличным отягощением. Первое упражнение. Немножечко поднимем пульс, пусть поработает наше сердце. Мы с вами делаем перепрыжку. Работаем руками, стараемся выше поднимать колени, подтягиваем бедра как можно выше груди. Продолжаем движение, дышим, еще сделаем 4, 3, 2, стоп. Следующее упражнение у нас будет задействованы мышцы живота, пресс. Немного подкрутите таз, спуститесь вниз, но до того момента, где ваши лопатки будут свободными, то есть не касаться пола. Можно использовать отягощение, но можно делать и без. Вытягиваем 2 ноги перед собой. Сейчас плечи постарайтесь расслабить. Пока дышим, держим перед собой. Хорошо. И делаем небольшие движения ногами. Следите за тем, чтобы по возможности у вас были прямые ноги. Шея расслаблена, взгляд направьте на живот. Еще сделаем 4, 3, 2. Отлично. Стопы верните в пол. Убираем гантель. Также круглой спиной спустимся вниз. Вытянули ноги и добавим руки через сторону. Делаем вдох и касаемся пяток. Выдох.
Делаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И еще 2 раза. Выдох, вдох. Отлично. Итак, мы переходим к следующему упражнению. Расправьте плечи, немножко согните ноги в коленях, грудью потянитесь вперед. Нам понадобятся гантели, но, как Эльвира, вы можете выполнять с вариантом без отягощения. Давайте приступим. Мы опускаемся руками в пол, отводим правую ногу назад, выходим в исходное положение и левой ногой толкаем вперед. Поехали, делаем шаг назад. 1, 2. 1, 2. Вдох, выдох, вдох. Еще 1 раз. Вдох, выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение стоя. Также можно использовать дополнительные отягощения, а можно делать без ничего. Расправили плечи, грудь вперед, колени чуть согнуты. Медленно опускаемся вниз, делаем упор ладонями в пол. В прыжке постараемся одним движением уйти назад. Спина прямая, живот подтянут. Опускаемся вниз, делаем отжимания наверх. Прыжком спину расправили, руки оставили около плеча. И выталкиваем гантели через сторону, опускаем руки в исходное положение. Давайте сделаем чуть быстрее. Делая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично, еще 2 раза. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще 1. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодцы. Весь комплекс готов. Это была круговая тренировка на все тело. Если вы желаете нагрузить свое тело еще больше, постарайтесь сделать 3 или 4 круга. Каждое упражнение старайтесь выполнять сначала от 30 секунд. И дальше вы можете увеличивать продолжительность основных движений до минуты. Отдых между упражнениями можно делать 15-20 секунд. Желаю вам отличной тренировки. Ну что ж, заряд положительной энергии мы уже получили, теперь настало время подкрепиться. Но не забываем, что утренний прием пищи не должен быть излишне обильным и жирным, а вот небольшой по калорийности и объему завтрак пойдет на пользу. Поэтому прямо сейчас предлагаю посмотреть рецепт его приготовления. Доброе утро, Калмыкия! Сегодня я, Чураева Галина, приготовлю с вами вкусный бутерброд из глазуни. Для этого нам понадобится авокадо, огурец, мясная нарезка, красный перец, сметана. И приступаем! Жарим яйца в глазуни. Главное, чтобы желток остался целым. И нужно уменьшить огонь. Накрываем крышкой, чтобы яйца наши прижарились. Солим по вкусу. Мы пожарили нашу глазунью, и теперь мы приготовим соус из сметаны и авокадо.
берем пару ложек сметаны, авокадо, все тщательно перемешиваем. Такой полезный соус для нашего бутерброда. Неплохая замена майонезу и покупным сырным соусом. Сначала намазываем соус на багет и собираем наш сэндвич. Мясо, овощи по вкусу. Такой быстрый, сытный багет у нас получился. Приятного аппетита! Друзья, я рада приветствовать всех этим ранним утром. Сегодня гость нашей студии Узьма Синкиева, мастер спорта по художественной гимнастике, артист Государственного театра танца Калмыкии Айраты. Узьма, доброе утро. Доброе утро. Расскажи, сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Мне 21 год. Я с раннего детства занималась гимнастикой. С 4 лет меня взяла моя сестра двоюродная. Она только окончила вуз. И первую группу набрала меня. Нас было много, 40 человек, первый набор. И из всех 40 осталась только я одна до конца. 14 лет я отдала художественной гимнастике, получила звание мастера спорта. Как получила звание спорта в 17 лет, получается, 17 лет, получается, у меня осталось свободное время, потому что на тренировках мы занимали практически весь день. У нас школа, потом гимнастика, и у меня не было свободного времени. Вот я закончила, и у меня осталось много времени, и я пошла в ансамбль «Улан Золота» в школьный, в 12-й школе. И там провела год. Мне понравились калмыцкие танцы. Потом я поступила в Калмыцкий государственный университет имени Басана Бадамовича Кардовикова и узнала об ансамбле «Бумбин-Урын». И там танцую вот до сих пор. Помимо Бумбин-Урын, ты еще успеваешь танцевать и в айратах. Как ты все это планируешь? Ну, Бумбин-Урын у нас вечером, потому что как бы мы же еще на парах должны быть. В 6 часов вечера у нас начинается репетиция. Но сейчас я закончила бакалавриат, магистратура, и у нас пары дистанционно еще из-за коронавируса, и вот с утра у нас работа айраты. Получается, с утра у нас с 10 рабочий день в айратах до 2, потом свободное время, и я иду в Бумбин. И Бумбин у нас не каждый день, как, например, работа, а 3 раза в неделю. Не бывает ли такого, что тебе кажется, то, что все как будто бы одинаково, и там ты танцуешь, и тут ты танцуешь, и раньше танцевала? Нет, мне вот, когда я танцевала Бумбин-Урын, там только калмыцкая программа. Вот недавно там поставили русский, цыганский. Это было, ну, когда вот калмыцку танцуешь, потом другие танцы, это вообще другое воспринимаешь, ты прям вдохновением относишься к этим танцам. Потом я пришла в айраты, а там очень много программ, там разные программы, не только калмыцкая. Когда я пришла в айраты, я попала на премьеру спектакля «Однажды в Америке». И меня поставили на танец индейцев. Там были совсем другие движения, не как калмыцкие, вообще другая сфера. И мне так понравилось это, и позже я узнала, что там вообще разные танцы всего мира есть, и это меня очень... То есть ты получила хороший опыт? Да, да. Этим тебя это завлекло? Да. Угу. Узьма, ты успела побывать в разных странах вместе с айратами? С айратами мне не удалось пока съездить.
но очень хочется в ближайшем будущем. Надеюсь, что пандемия спадет. А с Бумбина мы съездили во Францию, в Испанию и в Финляндию. Вот. Поделись какими-нибудь своими приятными моментами, которые связаны у тебя вот именно с путешествиями. Ну, конечно же, там знакомства, там другой менталитет совсем. Все так приветствуют, радуются. Также у нас за границей есть дефиле. Мы ходим в калмыцких нарядах и показываем свою культуру. Там небольшой отрывок с танца. И по бокам сидят жители этого города, и мы вот так вот представляем свою страну. И когда там показываешь, они так хлопают, улыбаются, мы их зазываем, чтобы они с нами повторяли вот в движения все. И они так радуются, мы с ними танцуем. Узьма, мне известно, что помимо того, что ты сама танцуешь, ты еще успеваешь преподавать. Вот что тебе дает этот опыт? Я преподаю художественную гимнастику уже 5 лет. Тренирую детей с очень маленького возраста, с 4 лет. 4 до 6. После 6 лет они идут дальше к другому тренеру, постарше, моей сестре двоюродной, моему тренеру. И этот опыт дал мне хорошо ладить с детьми, привить им дисциплину. Узьма, а какие планы у тебя после окончания университета? После окончания магистратуры я хочу пойти также в Калмыцкий государственный университет на направление социально-культурной деятельности. Чем оно так тебя привлекает? Ну, я хочу продолжить танцевать в айратах, и мне очень нравится сцена. Я с детства, считай, на гимнастике мы выезжали на соревнования, там тоже зрители есть, и мне нравилось, когда они привлекают внимание, смотрят на меня и аплодируют. Угу. А сейчас ты готовишься к каким-нибудь концертам, выступлениям? Сейчас нет. Сейчас у нас отпуск. Пока я не знаю, какие планы в айратах и в Бумбине. Узьма, спасибо тебе за нашу беседу, желаю тебе новых свершений. Сейчас у тебя есть возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Дорогие телезрители, желаю вам доброго утра, хорошего дня, здоровья побольше, всего самого наилучшего. Спасибо. Как правильно подобрать учебное заведение и получить хорошее образование? Сегодня мы расскажем вам о колледже искусств имени Петра Ачировича Чанкушова. В нашей республике есть одно уникальное учебное заведение. Это колледж искусств имени Петра Ачировича Чанкушова. Это единственное образовательное учреждение в области культуры и искусства, которое дает возможность приобрести творческую профессию, открыть свой потенциал и стать просто звездой элементарно. Вот. Все те звезды, которые на площадках, на концертных площадках выступают нашего города и далеко за пределы, представляют нашу республику, это все наши воспитанники, выходцы именно нашего училища, ныне колледжа искусства имени Чанкушова. Почему оно уникальное? Здесь сплелось образование и культура вместе. Если мы говорим о том, что образование – это интеллект нации, то культура – это душа нации. Поэтому мы очень гордимся тем, что мы работаем в этом колледже, что мы вкладываем душу свою и воспитываем талантливых ребят. Вот, которой гордится республика во всех уголках, потому что стоит выехать нашим воспитанникам, студентам или ученикам школы при колледже далеко за пределы, в дальние зарубежья, то узнают не только наше учебное заведение, а узнают, что есть такая республика Калмыкия, в которой настолько развито самобытное национальное искусство, и кроме этого и классическое, и всегда вызывает это много эмоций. Поэтому сказать о том, что это мало, сказать о том, что это уникально. Это на самом деле такое учебное заведение, которое открывает дорогу многим.
А в колледже у нас по 16 специальностям готовят специалистов. Спектр огромный. Если в начале, в 60-м году открывалось училище, музыкальное училище называлось, только по 2 специальностям, это фортепиано и хоровое дирижирование, то сегодня это 16. Понимаете, то есть развитие какое идет. И затрагивает, почему называется и колледж искусства, не музыкальное, да, потому что все виды сейчас мы реализуем. Это помимо исполнительских отделений на различных инструментах, это еще и актерское отделение, это и хореография, это теория музыки. То есть, ну, много, спектр огромный совершенно. Поэтому все те дети, которые вообще в себе, так сказать, чувствуют, видят свой потенциал и хотят творчески раскрыться, ну, прям прямая дорога к нам в колледж. В нашем колледже, колледже искусств имени Чанкушова, на художественном отделении можно получить специальности дизайнера, декоративно-прикладное искусство, у нас художественная обработка металла, художественная обработка дерева и живопись. Вот на этих специальностях мы ждем абитуриентов, сейчас будет проходить вступительные экзамены. Вот, это очень интересные профессии. Вот, дизайнеры вообще востребованы в современном жизни, в современном мире. Вот, в настоящее время у нас дизайн среды преподают это старшекурсникам, а в этом году будет набор на графический дизайн, поэтому приглашаем всех, кто хочет свои творческие способности развить, проявить себя, к нам на вступительные экзамены, значит, по дизайну. Также специальности декоративное прикладное искусство, металл, это там ювелирка, чеканка, осваивают технологии. У нас такие преподаватели очень опытные, со стажем работают, которые могут обучить по этим специальностям. Николай Кубаевич Галушкин по металлу и Владимир Лучурович Куберлинов. По дизайну у нас преподаватель Хактаева Елена Борисовна преподает, вот, так что все опытные педагоги. Вот, я веду живопись, вот, я заведующий художественным отделением Давыдов Юрий Петрович, и поэтому, значит, приглашаю и живописцев. Сейчас у нас уже приходят на консультации абитуриенты, которые готовятся к вступительным экзаменам. У нас уже еще студенты выходят не только как художник-мастер, да, а еще и преподаватель для детских художественных школ, школ искусств. Вот. Поэтому молодежь проявляет себя во всех сферах. Идут в рекламные агентства, занимаются дизайном, интерьерами. Вот. Так что спектр большой. А кто-то, художники, конечно, пишут и портреты, и участвуют в выставках. Вот, совмещая работу преподавательскую с творчеством, и такое есть. Уезжают в крупные города, там, и в Москву, в Санкт-Петербург. Вот. Но те, кто поступает в институты, конечно, самые престижные, это художественно-промышленная академия в Санкт-Петербурге имени барона Штиглица. Вот, у нас там учатся ребята. Потом декоративно-прикладного искусства, технологии дизайна в Санкт-Петербургский институт. Там учатся на металле, там на керамике. Вот. Так что спектр большой, перспективы большие. Главное проявлять, так сказать, творчество, креативность, участвовать в выставках, и все получится. Знаете, еще что очень убедительно для родителей, то, что творческая профессия дает раскрыться и в других своих профессиях, приобрести еще и другие профессии, то есть дает раскрыться многогранно. Если, допустим, какое-то экономическое, юридическое образование, это несколько точечно, то творческая профессия может дать и юристам, и экономистам всем творчески раскрыться. И мне кажется, это просто самое главное для человека, чтобы почувствовать себя реализованным и
испытать свои возможности именно творческие на любой сцене, даже в кругу друзей. И вот сейчас, и вообще в последние годы, даже среди тех, кто не имеет творческого образования, а имеют там точные науки, еще какие-то, работают уже давно, которым людям уже за 40, за 50 лет, они приходят и хотят обучаться, они хотят раскрыться творчески, они хотят приобрести какой-то навык, или игры инструмента, или петь. Ну, вы знаете, мы идем на это. И помимо того, что обучаем и детей, вот, мы можем и обучать и взрослых. Зачастую бывает, что приходят получить даже именно диплом, именно стать дипломированным специалистом, потому что мы знаем и много примеров тому, когда человек обучается в вузе, допустим, да, но видит себя в культуре. Это похвально, и таких очень много. Они получают именно здесь у нас в колледже свою творческую профессию и вольготно себя совершенно ощущают в культуре, и мы очень вообще гордимся тем, что мы даем такую возможность, и наша культура не стоит на месте, она развивается. У нас 8 наименований инструментов, где можно будет приобретать профессию и играть в оркестре, в ансамбле, преподавать в музыкальной школе. Это, в первую очередь, конечно, дамбра, йочин, шанс, мерунхур, тавшур, лимба, хучир. И эти все, да, они все дополняют друг друга, и создается коллектив, на котором можно будет свои возможности и способности реализовать, обучаясь на этих инструментах. Обучение у нас 4 года, профессионалы у нас педагоги, все с высшим образованием.
Репертуар у нас пополняется, и интересно у нас поездки бывают, потому что мы как бы пропагандируем нашу национальную музыку, наши национальные инструменты, культуру по всему миру. Во всяком случае, мы как бы не ограничиваемся только нашими районами, но мы и выезжаем за пределы. Есть такая возможность, почему бы не попробовать. И у нас музыкальная школа, там тоже эти инструменты у нас профилируют, плюс саратовская гармошка. Тоже как специальность идет. Скажите, а нужна ли какая-то база? Значит, в музыкальную школу мы берем, конечно, детей с 9-7 лет. А когда поступают абитуриенты в училище, не обязательно иметь музыкальную подготовку, потому что не во всех районах есть у нас музыкальные школы. Но за годы обучения мы как бы преодолеваем вот эти сложности, и у нас ребята получают полное среднеспециальное образование по этим инструментам и получают квалификацию музыкантов, ну, в полной мере, как будем говорить, преодолевая и музыкальную школу, и училище. Колледж искусства тоже дает такую возможность. Программа полностью обеспечена, в смысле, программа полностью выполнена, будем говорить так. А выпускники ваши сейчас... Ой, ну как, наши выпускники имеют возможность обучаться в высших учебных заведениях, что мы, собственно, и до сих пор они у нас учатся. Это не только в пределах России. И сейчас у нас девушка у нас в Монголии по классу шанза, сейчас в данный момент обучается. И в Казанской консерватории, Астраханской консерватории, Северокавказский институт культуры и искусства. И у них есть возможности по окончании преподавать и у нас, и в музыкальных школах, и кружки, где, в общем-то, за эти годы наши выпускники все успешно работают, и в профессиональных коллективах. Это Национальный оркестр Калмыкии, это оркестр ансамбля «Тюльпан», ансамбля театр танцевой раты, в общем-то, и работают руководителями кружков в школах общеобразовательных и музыкальных. Хочу немного рассказать о наших преподавателях, которые работают на отделении. Это люди всем известные, педагоги, высококвалифицированные специалисты. В основном солисты наших известных коллективов Национального оркестра Республики Калмыкия, народный артист Республики Калмыкия Бурлаков Эдуард Арзаевич, Бурлакова Татьяна Дмитриевна, заслуженная артистка Республики Калмыкия, солистка Национального оркестра, а также народная артистка Республики Калмыкия, солистка Национального оркестра Каджиева Елена Сиренна. Также у нас работают на отделении солисты Государственного хора Республики Калмыкия имени Анатолия Чагаревича-Цыбекова. Это Зулаева, ну все ее знают как Брюгидикова Айса Хангоровна. Она у нас молодой специалист, подающий надежды, но уже воспитывающий свое поколение. Очкаева Анна Борисовна, я являюсь тоже солисткой Государственного хора Республики Калмыкия. У нас молодым специалистом на отделении, как преподаватель, пришел Эрниев Станислав Александрович, закончивший Саратовскую консерваторию государственную. Солистка симфонического оркестра Республики Калмыкия Лиджиева Эвелина Сергеевна. Также преподаватель, который работает в русском театре, Топтинова Наталья Исаевна. У нас замечательные концертмейстеры на отделениях. Особенно хочу сказать о СХНП отделении, потому что в сольно-хоровом и народном пении у концертмейстеров сложная задача, потому что им приходится самим подбирать аккомпанементы. Многих народных песен аккомпанементов не существует, поэтому они подбирают по слуху. И для нас эти концертмейстеры очень ценны. Хочу отметить народного артиста Республики Калмыкия Подмогоряева Александра Сергеевича, который является концертмейстером на отделении сольной хоровой и народное пение. Также Радну Анатольевну Кичикову. У нас молодой специалист-концертмейстер работает Мингиан Аркадьевич Ханинов, тоже довольно-таки известный человек в республике. И концертмейстеры, которые работают с большим опытом работы, которые работают уже практически с основания нашего колледжа, такие уважаемые люди в музыкальной среде, как Баваева Наталья Пантелеевна, Джерентеева Галина Бадмаевна, Нигмера Анатольевна Цыбекова и Сергунова Валентина Михайловна.
Еще, конечно, Доржинова Светлана Юрьевна, концертмейстер, тоже молодой, перспективный. У нас на отделении можно получить профессию педагога по вокалу по постановке голоса в ДМШ, детской школе искусств, музыкальной школе. В двух манерах мы обучаем пение. Манера народная и академическая манера пения. Можно закончить как специалисты и преподаватели по постановке голоса. Также даем квалификацию артист, вокалист, хора, ансамбля. То есть с нашим образованием 3 года 10 месяцев можно получить диплом, который даст возможность работать в коллективе, в ансамбле, в хоре, артистами. Мы принимаем как и с подготовкой, так и без музыкальной подготовки. Скоро мы уже раскроем двери для наших абитуриентов, начнутся консультации. 7 июля 2021 года у нас первый экзамен по специальности, где абитуриент должен будет исполнить 2 произведения, по выбору, по желанию. Через день, 9 июля, у нас состоится экзамен, который называется «Художественное чтение», где нужно будет показать себя с актерской стороны. Ну и, конечно же, мы проверяем интеллект, способности, небольшой коллоквиум, беседа, диалог с абитуриентом. Я думаю, что талант обязательно нужен. Навыки сформировать можно. И привить как профессиональные качества, любовь, заинтересовать. Конечно, наши преподаватели все это могут, недаром они высококвалифицированные специалисты. Базу училище даст однозначно, но хочу сказать, что для этого, конечно, нужен голос, для этого нужно иметь желание быть в профессии, то, что мотивирует человека для того, чтобы остаться в профессии, для того, чтобы показать себя. Мы музыканты, люди сцены, которые в какой-то степени проявляют или показывают свои амбиции, но к амбициям я отношусь очень весьма осторожно. Я хочу обратиться ко всем жителям республики, не только. Я надеюсь, что у нас сейчас есть такая возможность у нас по интернету обратиться ко всем, кто нас слушает, и приходите к нам в училище, если вы любите петь, если вы фанатеете или хотите получить образование по постановке голосу и закончить как артист, то мы ждем вас на наших отделениях, где мы научим вас петь как в манере народной, так и в манере академической. Почему вы выбрали именно этот колледж? Потому что это самое сильное, самое творческое учреждение. Так как я здесь являюсь одним из самых преуспевающих учеников, студентов, меня пригласили играть в наш национальный оркестр Республики Калмыкия. Я думаю, что в дальнейшем 16 это для нас уже, так сказать, немного, и в дальнейшем мы будем открывать еще более новые отделения, которые востребованы именно сегодня. И мы уже заводим курсы такого плана и по дизайну, и по анимации, и в дальнейшем, вот сейчас я призываю, художественное отделение более раскрывается, да, и мы хотим, чтобы у нас были специальности именно те, которыми владели наши предки. Вот. Это помимо обработки дерева и металла, да, мы мечтаем, чтобы у нас была обработка кости. Поэтому вообще всем, так сказать, творчески одаренным людям, молодым, просто настоятельно рекомендую прийти именно к нам в
колледж искусств имени Чанкушова. И вы не пожалеете об этом, вы выйдете отсюда первоклассными специалистами. А мы продолжаем. Глава республики Бату Хасиков вакцинировался против COVID-19. На сегодняшний день в Калмыкии привито 52 тысячи человек. В своем инстаграм-аккаунте Бату Сергеевич отметил, вакцинация – единственный способ остановить пандемию. Друзья, только вместе мы победим COVID-19. На вакцинацию сейчас брошены все силы, процедура проводится повсеместно. В Калмыкии развернуты прививочные пункты, а также передвижные комплексы. Ситуация с коронавирусом в республике остается напряженной. Все подробности в материале у нашего корреспондента Светланы Аджиевой. Пандемия коронавируса в России по-прежнему представляет серьезную опасность. Регионы продолжают сохранять принятые меры противоэпидемического характера. Ситуация остается напряженной. Врачи уже констатируют увеличение роста заболеваемости. Число инфицированных с каждым днем увеличивается втрое. В связи с этим в Калмыкии принято решение развернуть дополнительно 100 коек. Инфекционный госпиталь на 100 коек в КДО республиканской больницы уже был открыт. И дополнительно у нас открыт в Верхнеяшковской школе-интернат. Ежедневно в приемно-сортировочное отделение обращаются 126-130 человек. Поэтому заболеваемость растет и количество пациентов увеличивается. Коронавирус показал себя с новой стороны, то есть мутировал. Сейчас он сложнее поддается лечению, говорит врач инфекционного госпиталя Джергалу Бушиева. Сейчас эта болезнь может протекать под маской кишечной инфекции или бронхита, а самое тяжелое – это пневмония. Если раньше болезнь не щадила людей старшего возраста, то сегодня в зоне риска дети и молодежь. На сегодняшний день почти половина заразившихся – молодые люди от 18 до 45 лет. И, как оказалось, здоровый организм не способен противостоять вирусу. Пациенты с КТ-1 уже нуждаются в кислородной подушке. Вирус мутировал, изменился, стал более тяжелый. Вероятнее всего, это индийский штамм. Невероятнее, можем даже точно сказать, что проводились первые пробы, и был выявлен индийский штамм. Да. Заболевание протекает очень тяжело по сравнению с которым был в начале мая 2020 года. Протекает, больше поражает молодежь. Участились заболевания среди 20-летних, 30-летних. Раньше этого не было. И протекает очень тяжело. И увеличилось количество заболевших среди беременных и детей, можно сказать. Очень много беременных, даже есть летальные случаи. Поэтому у меня есть такое обращение к жителям, быть очень бдительным, беречь себя, беречь своих стариков, близких и прививаться, принимать все меры защиты. Просчитать, как будет развиваться эпидемия, дальше невозможно. Ясно одно, что только массовая вакцинация населения, а также введенные меры позволят оборвать распространение болезни. Врачам по-любому надо помогать. Они за нас, за наше здоровье воюют. Всем еще врачи требуют, придерживаться надо и прививаться. Я привит, еще 2 апреля привился. Ничего, нормально. Как стараемся, маски идет, лишний раз не уходим, просто в больницу надо, приехала. Получила прививки, все хорошо, никаких таких ощущений, как люди говорили, что температура поднимается, озноб, никаких ощущений ни у меня, ни у мужа, абсолютно. Сделали прививку и забыли. Максимально, конечно, защищаться. Перчатки, маску обязательно, руки мыть, протирать дезраствором. Все это мы делаем, как обычно.
На сегодняшний день уже известно, что вирус в 96% случаев передается преимущественно капельным путем и только в 4-6% воздушным. Введение ограничительных мер позволит сдержать ситуацию с распространением инфекции. Созданные ранее комиссии возобновляют рейды по соблюдению предписания Роспотребнадзора в общественных местах и торговых точках. Выполнять простые правила, носить маски и держать социальную дистанцию должны не только сотрудники, но и посетители, которым за несоблюдение также грозит штраф. Наш эфир подошел к концу. Желаю всем продуктивного дня. Пока-пока.